изучить вот эти все действия аварийные, там, где есть причина человеческого фактора. Понятно, да? Там то, что форс-мажор, там ветер и все остальное природное, понятно, а вот там, где человеческий фактор присутствует, в обязательном порядке на это обратите очень серьезное внимание. Это раз. Второе, для правительства, для вас, на это тоже очень серьезное внимание обращаю, это выводы и анализ. Если вы сейчас это не сделаете, не выявите там минусы, у нас вот это все так и будет идти. Везде есть свои сроки. Да, я понимаю, там, если высоковольтная линия обрушилась там где-то, его надо восстанавливать. Но тогда причина, почему она упала, то ли неграмотная или некачественная работа была проведена, то ли это реально так. То есть здесь надо в причинах разобраться. Ну и само устранение последствий. Если со школы сорвало там крышу, то есть надо разобраться, в чем причина. Почему там через 5 метров школу не сорвало, а здесь сорвало. На примере всего этого создайте хорошую рабочую группу, которая в течение месяца или до конца мая проверит все, вот, в том числе и крыши, и кровли всех социальных учреждений, больниц, школ, садиков, объектов культуры, спорта. Все проверить, все посмотреть, изучить это. Да. На это обратить внимание. И особый анализ по качеству и срокам восстановления. Вот здесь. По свету, по газу, по всем делам, по всем направлениям. И информировать население.